мы будем говорить о том, как использовались родовые и семейные эмблемы. Их по-тюркски называют тамга. Это такой международный сейчас термин, потому что в этнографической литературе международной он популярен. Но, конечно, иранские народы использовали другое слово «нишан», и в иронском оно осталось. В дегорском это гак, крючок по инструменту для клеймения скота. У предков осетин было несколько способов мечения каких-то объектов. Это для животных были порезы особые фигурные на ушах лошадей, например. Вообще иногда и овец, наиболее ценимого скота. И были, конечно, вот нишан или тамги. Это один из видов знаковых систем. Наряду, например, с письменностью, с тайнописью, наряду с языком жестов. У людей много языков, мы их используем параллельно. И язык жестов и сегодня активно используется. Это знаковая система, несмотря на то, что все люди грамотные, но этот другой параллельный язык, он тоже бывает очень важен. А тогда люди были, наоборот, неграмотные. Древние сарматы, аланы, они в основном грамотой не интересовались, они интересовались другими делами. Если надо, они изучали греческую или какую-то иную письменность, но это для внешних дел, а в повседневной жизни это было не нужно. А вот там, где были важны. И эта система в разных языках, она по-разному называется. Германские народы это называют марк или марка, это слово и сейчас у нас используется. Славяне называли пятно или знамя, но не в современном смысле знамя. Иранцы, да, нишан. Но получилось так, что позднейшие истории Осетии, начиная где-то с 15 века, эти знаки очень редко стали использоваться. Связано это с чем? Метить что-то имеет смысл, если это очень ценные вещи и какие-то объекты, из-за которых идут споры, когда люди могут покушаться на что-то. И метить имеет смысл особо ценных животных, скажем, особенно лошадей. Получилось так, что с 16 века, даже с конца 15 века, черкесы стали доминировать на Северном Кавказе при поддержке Крымского ханства и Османской империи. И они, как вы знаете, вытесняли, кабардинцы вытесняли осетин с плоскости в горы, и народ вымирал. И кабардинские аристократы были очень богаты, влиятельны, они торговали породистыми лошадьми. Им важно было метить также и другие, конечно, объекты. Мечение было актуально для этих людей. А для осетин, которые оказались в бедности и имели мало доходов, даже знатные семьи, сравнительно мало доходов по сравнению с кабардинцами, актуальность использования этих знаков резко уменьшилась, и их стали забывать. В этом все дело. А между тем, знать свои родовые эмблемы, фамильные эмблемы, это очень, мне кажется, важно. Во всем мире это престижно, но осетин-то оказалось в состоянии исчезновения, и люди забыли о том, что когда-то это для их предков было очень важно. Ну а затем тамги перестали использоваться просто потому, что людей становилось все больше грамотных, письменность заменила тамги очень эффективно, и тем более они оказались не нужны. Но еще в первой половине, в середине 20 века в селах разных Осетии метили скот, некоторые вещи метили тамгами. Да? Я разговаривал с людьми, которые их использовали. Тамгопользование было обычным для средневекового Северного Кавказа, вполне обычным. Но дело вот в чем. Вот эти использования тамг в древности, в античное время, у ранних аланов, например, у сарматов, оно было очень популярно, а у меотов, скажем, предков адыгов, у предков кабардинцев, у народов Дагестана, кроме ремесленных некоторых изделий, посуды, например, на крупных поселениях, у большинства народов Северного Кавказа в античное время этого не было. То есть когда-то сарматы, ранние аланы, они пользовались тамгами очень активно.
Потом ситуация стала меняться в другую сторону. И, конечно, это было в валаанском и осетинском этносе всеобщем использование таких знаков. Но знаки эти были у знатных семей. Есть кабардинская поговорка, точнее выражение такое, вопрос традиционный к собеседнику: тот человек, о котором ты говоришь, он имеет свою тамгу или нет? То есть там только знатные роды имели свою тамгу. Бедные фамилии не имели тамги. Они пользовались защитой тамги аристократов. Вот у осетин то же самое. По данным осетинских этнографов, еще в конце XIX века практически только знатные семьи, которые считались знатного происхождения, осетинские, они использовали такие знаки. Но известен случай, когда одна крестьянская семья из Дегорского ущелья выбилась в люди, стала дружить с аристократией старой и тоже стала использовать тамгу. Но это один всего достоверный случай. То есть не каждый человек мог это использовать. Это был престижный момент. И этим метили, когда есть что делить. Есть чего опасаться, что могут украсть. Происходило вот использование этих тамг так. Скажем, скот метили в новогодние праздники. У святилища, у дзуара какого-то, жрец местный, дзуарлак, он брал клеймо железное, хозяина, из рук хозяина, и метил сам тела животных, нагретой железной специальным приспособлением для нанесения на бедро или на лопатку на живом животном такого знака. И мы знаем по материалам нартовского эпоса осетинского, скажем, в южноосетинских текстах есть такой сюжет камни знаков. Это камни, которые находились у перекрестков дорог, и проезжающие воины оставляли там наконечник стрелы, в те времена, конечно, когда еще стреляли из луков, молились, и там были вот такие тамги. Там были скопления этих знаков. Ну, кстати, отдельная интересная тема – это скопление тамг. Когда одну тамгу изображали, это понятно, это мечение своей территории. А когда вот тамг много, как здесь, на этих дверях кунацких, это важно, это следы неких акций людей. Например, люди собрались на важную встречу, о чем-то договориться. У сарматов то же самое, у средневековых аланов это было. И они, каждый представитель своего клана, он отмечал это событие, клялись, банкет устраивали, чтобы закрепить соглашение, как и сегодня это делают. И люди ставили каждый свою тамгу. Если было несколько представителей одной фамилии, то каждый ставил одинаковую тамгу, но их несколько тогда будет в таком скоплении. Вот это тоже интересный момент. И есть города античные Северного Причерноморья, в Крыму, например, Пантикопей древний, это Керчь современная, Танаис, это окраина Ростова-на-Дону, где сарматы древние особенно любили часто появляться для торговли, для заключения каких-то соглашений. Я думаю, что они еще и мирились, кровники и враги, они мирились в греческих городах. То есть, скорее всего, они искали каких-то нейтральных людей, которые могли их примирить, иначе трудно объяснить то, что именно там попадаются большие скопления сарматских знаков. Есть святые места, где люди молились и оставляли такие вот скопления знаков. То есть использование тамг было нормальным явлением. А тамга, у нее несколько функций было. Это знак собственности, семьи или патронимии, или фамилии целой. Если большая фамилия, то много было знаков. Если маленькая, мало подразделений, то могли одно использовать. Это символ сопричастности к каким-то общественным событиям. То есть, когда вот человек ставил, скопление остается после этого, как здесь. На дверях кунацких и одиночные гости ставили. А бывает так, что явно одним и тем же лезвием одного и того же ножа рядом процарапаны одного размера, очень похожей манере знаки. Это, скорее всего,
какое-то соглашение, которое заключалось специально приехавшими людьми. Также находят в пещерах, в гротах. Например, есть Джинальский грот такой на окраине Кисловодска, где средневековые аланские, как я думаю, тамги вместе с тамгами других народов, более поздних, изображены. Тамгами черкесов и абазин. Есть пещера Аккая в Крыму под Белогорском. Священная пещера многих народов Крыма. Там священная, собственно, скала, откуда сбрасывали преступников в старину. Вот в этой пещере тоже очень много знаков. Получается, что это, с одной стороны, знак собственности, с другой стороны, это метка, обозначающая, что человек участвовал в некой общественной акции. И это может быть эмблема, то есть символ фамилии или патроним или семьи. То есть это символ определенной группы людей, не одного человека. Это не личные были знаки. Ну а когда появилось ремесло в древней Алании, потом в средневековые, гончары, например, которые делали массовую продукцию, они ставили свое клеймо иногда на гончарном круге, соответственно, на дне кувшина, например, отпечатывается от гончарного круга эмблема мастера. Или процарапали по уже готовой продукции хозяйки, знак ее группы. Но еще интересно вот что. У сарматов были брачные, как я считаю, женские зеркала. Зеркала-подвески – это имитация зеркал, которые вешались на груди. И вот если женщину, видимо, выдавали замуж на сторону куда-то, в другой народ или в другую племенную группу тех же сарматов, то ей давали такое зеркальце со своей фамильной эмблемой родной. И хоронили потом этих женщин также. Эти зеркала использовались на пограничных территориях, где было много случаев браков сарматов с другими народами. Браки – это нормальное явление, межнациональное всегда. И вот благодаря этому мы имеем большую коллекцию для Крыма, для Устья-Дона, например, для района Ростова-на-Дону, для древних городищ, их некрополей. Мы имеем очень большие серии таких сарматских знаков. Действительно, по мере того, как предки осетин оказались ближе к горам Центрального Кавказа, стали помечать башни. Вход в башни, над входом они часто изображали, на углу башен. Их могли также изобразить у входа в склеп, когда появились те склепы наземные, полуподземные, скажем, склепы. Во многих таких фамильных склепах на деле хоронили не только людей одной фамилии, а если в селении был всего один склеп, небольшое селение, но какие-то люди чужие присоединились потом, стали здесь жить, то достоверно известны случаи, когда хоронили людей разного происхождения в одном склепе. Это объясняет как раз наличие разных тамг на одном склепе. Обычно такие тамги или нишан, они имели геометрическую форму. Ну, например, у Цагараевых из Цимити там была тамга, это достоверно документировано, в виде всадника, который идет вправо, обращен вправо. То есть могли быть и такие визуальные образы, не геометрические. Это редко бывало. И у сарматов тоже схематичное дерево, например, мировое древо, вероятно. То есть бывали сюжетные изображения, но это все-таки редко. Дело в том, что тамги надо было легко запоминать чужакам, а для этого проще какая-то геометрическая форма простая. Тогда люди держали очень много форм этих знаков в памяти. Ну, как гербы в средневековой Европе, рыцарские с XII века, надо было каждому рыцарю знать в своей стране и в соседних странах гербы знатных людей, чтобы соблюсти этикет хотя бы. Даже вызывая врага на поединок, сражение, надо было знать. Вот в те времена, конечно, люди прекрасно знали эту эмблематику. И еще, допустим, в 15, 16, 17 веке осетины, я думаю, прекрасно знали все свои эмблемы. Фамильные и патронимные, но вот времена изменились. И сегодня мне удалось выявить 15 типов тамг для Южной Осетии, например. Это большое достижение. Они совершенно были забыты, никто о них не знал. Вот мы последние годы
ходим по заброшенным селениям Южной Осетии и смотрим все граффити на склепах, на башнях, на других объектах, на дзуарах. И в том числе там есть тамги. Мы знаем, кому принадлежали эти здания. И так мы можем помочь воссоздать эмблематику некоторых осетинских фамилий. Стилистика была важна. Я бы сказал, было важно, чтобы это красиво было сделано. Если человек брал нож, лезвием ножа вырезал на дереве или в камне свою тамгу, свой нишан, то важно было, чтобы это в красивой, как бы мы сейчас сказали, в печатной форме, в парадной. Особенности почерка здесь старались как бы затушевать, нивелировать, чтобы все было красиво. Тамги очень старательно, даже если пьяные, грубо говоря, были гости, все равно старались очень тщательно вырезать, чтобы они были ясно видны, четко, красиво. Вот это было, несомненно, требование. Так что с почерком есть проблемы, но иногда бывает так, что вот несколько представителей одной фамилии присутствовали при какой-то акции, каждый поставил свою тамгу, и разный наклон немножко знака, более небрежно, менее небрежно. Старались, но все люди разные. У одного твердая рука, у другого не твердая рука. Получалось тоже по-разному. Я такие мелочи всегда замечаю. Для меня ясно, что это делали разные люди. Они делали дополнительные эмблемы, чтобы не путаться. В своих стадах, на каких-то вещах похожих, они, как только увеличилось число членов фамилии, отпочковывали все новые и новые, патронимии, семьи, они уже начинали использовать дополнительные знаки, отличающиеся от общефамильного. Это достоверно документировано для некоторых групп осетин. К счастью, мы можем это проверить, это было так. Эмблемы – это очень важно. Фамильные эмблемы, патронимные эмблемы – это очень важно. Эмблемы ценятся во всем мире у всех народов. Осетины, к сожалению, в силу обстоятельств исторических, экономических, они забыли свою эмблематику во многом. И не мешает ее сделать вновь достоянием народа. Не мешает сделать так, чтобы люди опять гордились своими эмблемами, те, кто их имели. Так что я просто пытаюсь вернуть осетинскому народу часть его культурного наследия. Частично у меня это получается. Это очень, мне кажется, интересно, полезно, и остальной мир окружающий воспримет это тоже с пониманием и с удовольствием.